Доброе праздничное утро. Почему праздничное? Ну да, праздничный. Сегодня день 1 хороший. февраля сегодня. Сегодня 1 Да, февраля. день десерта. День начала февраля, в конце концов. Да, сегодня день рождения нашего телеканала, Паша. Да. Якутия 24 сегодня исполняется 6 лет ровно. Уже Получается 6, так. Уже 6 лет. 6? Да, наш преданный телезритель всегда, каждое утро и до самого вечера. 24 на 7. 24 на 7, да. Мы очень рады и хотим поздравить в том числе и вас, наш уважаемый и дорогой телезритель, потому что мы работаем только для вас. А для кого еще? Ну, я еще для рубрики «Афиша». А в целом, да, это 1 февраля на календаре. Доброе утро, просыпаемся вместе с нами, заряжаемся классной энергией на весь день, позитив, бодрость, и все у вас обязательно получится. И опять же, начался февраль, новый месяц, и день недели четверг, а значит, и до выходных совсем чуть-чуть осталось. Рукой подать. Да, вот. Говорить сегодня будем о многом, в том числе и о наших ветеранах телевидения якутского. Мы поговорим также о чем? Об образовании в сфере IT. И, конечно же, по традиции, как мы это делаем всегда в четверг, узнаем о киноновинках, которые с этого дня будут в кинотеатре крутиться. Да, афиша нас ждет, и то, ради чего, собственно, приходит Паша, как он уже сказал. Да, и потом уже ради вас. Ну, а начать, конечно, хотелось бы день с физических упражнений, да, как многие это делают. Вообще, да, одним из самых эффективных способов зарядить себя энергией на весь день, естественно, помимо завтрака, конечно же, является хорошая зарядка. В целом, спорт сегодня очень важный аспект жизни человека. В большинстве своем мы ведем какой образ жизни? Правильно сидячий, мало двигаемся. И спорт как раз-таки призван компенсировать недостаток физической активности. Ну, кто-то выбирает фитнес по вечерам, кто-то, вероятно, посещает секции по определенным видам спорта или занимается сам. При этом для хорошего самочувствия и прилива сил достаточно делать утром небольшую зарядку. И именно это сейчас мы и предлагаем вам сделать. Чтобы зарядиться с утра энергией на предстоящий день, лучше не пить кофе, а сделать качественную зарядку. А главное – правильно. Сегодня нас этому научит заслуженный мастер России по спорту, чемпион мира, Олимпийских игр и чемпион Европы Александр Лебзяк. Здравствуйте всем. Я могу сказать, что кофе или чай можно выпить после утренней зарядки. Все же лучше пить после зарядки? Лучше да, чтобы организму легче все равно. Тогда давайте приступим. Круговые движения головой, все. Потом смотри на меня. Влево потянул, вот так посмотрел, вправо потянул. Видишь, чувствуешь, как шейные мышцы тянутся? Назад. Потянули, вперед опустили голову. Руки должны быть у нас, у боксеров, руки, во-первых, организм весь должен быть разогретый, а тем более руки. Если руки не разогретые, ты можешь получить травму. Тянемся ручки, вот. Так, теперь сбоку. Начали, сбоку, вот. И если мы находимся дома, а мы находимся дома, и начали. Начали сперва, взяли ручки вверх и потянулись. Просто потянулись, посмотрели наверх. Все делаем плавно, никаких резких движений, потому что организм еще не проснулся, мы должны его немножко разогреть. Можем встать на носочки, на носочки, и смотрим наверх, тянемся, вот, опустили ручки, все, чуть стряхнулись, и пошли немножко такие боковые. Да, можете ручки, как у нас боксеры говорят, около челюсти держать, можете так, как удобно. Назад, вот, потянули спину. Вправо, вперед, вот, чуть, вот, ручки, вот они, видишь где? Вот, да, вот сюда все. Все, потянулись. Давайте приседания сделаем чуть-чуть. А как лучше, вперед или... Если, например, чуть потянуться, можно вперед потянуться. Вот, оно у тебя вся спина, корпус вот этот, он у тебя тянется. Вот. Встали, чуть втряхнулись, начали, потянули ножки, сели на одну ножку, потом на другую ножку давай. Вот, сели мы. Потянулись. Можем круговые движения, вот они. Корпус, вот это все, мы растягиваемся. От силы, говорю, зарядка, когда дома, 10-15 минут. Есть еще лягушка, знаете лягушка, что это такое? Это тянемся, то есть мы сели, можете на ладошках, можете на кулачках. Я привык на кулачках. И выкидываем ноги вниз, туда, и тянемся наверх, то есть тянемся. Корпус тянем, видишь, и смотрим наверх. Видишь, как спина тянется? Чувствуешь? Да, очень чувствую. 2. Утренняя зарядка, она не должна быть
интенсивное. Занимайтесь физкультурой, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Большое вам спасибо за это бодрое, такое заряженное утро. Спасибо. А прямо сейчас, с самого утра, конечно же, узнаем о последних событиях, о которых нам готовы рассказать наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Минтруд подготовил проект постановления правительства, предлагающий продлить до 2026 года переходный период для расчета продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Изменения вносятся в методику оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии. Так, с 1 января 2016 года методикой был предусмотрен переходный период с 2016 по 2022 годы, в течение которого приложением к методике были установлены максимальные значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на соответствующие годы. Ранее переходный период продлевался на 2023-2024 годы. Корректировки, связанные со снятием ограничений по стоимости 1 квадратного метра при получении арктической ипотеки, будут внесены в ближайшие несколько месяцев. Ранее в Совете Федерации также обращали внимание на то, что по арктической программе установлено ограничение по стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилья. При этом в некоторых городах арктической зоны стоимость превышает установленный Минстроем лимит, что не позволяет приобрести это жилье по льготной ипотеке. В тепле, уюте и в окружении любимых более 650 сирот и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитывают неравнодушные якутяне, как родных детей. В регионе насчитывается 235 детей приемных семей. Наиболее число таких семей в Якутске, Вилюйском, Верхневилюйском, Намском, Нерюнгринском и Ленском районах. Приемные семьи дают детям навыки для самостоятельной жизни, развивают их способности, дают возможность получить любимую профессию. В Якутии за последние 10 лет число детей-сирот сократилось в 2 раза. В год семьи, объявленный президентом Владимиром Путиным, предусмотрен ряд мер поддержки приемных семей. Республиканские власти тоже оказывают большое внимание. На содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с этого года приравнено к прожиточному минимуму. В первой зоне более 23 тысяч рублей, во второй зоне более 27 тысяч рублей. Приемные семьи, воспитывающие 10 и более детей, получают социальную помощь на приобретение транспортного средства в размере 880 тысяч рублей в этом году. В Алданском районе продолжается переход льготных категорий граждан на карту жителей Якутии. С ее помощью ветераны труда, тыла и лица, имеющие группу инвалидности, теперь могут оплачивать проезд в муниципальном транспорте. Ранее эта услуга предоставлялась на социальный проездной билет. Работу по информированию жителей Управления социальной защиты населения по Алданскому району проводит совместно с главами поселений и перевозчиками. Пользоваться муниципальным транспортом на льготных основаниях можно по всей республике. Сейчас достаточно приобрести, оформить эту карту. Карту жителя Якутии. Оформляется она через Алмаз РГН банк, в том числе в нашем алданском отделении. И то есть на будущее, то есть гражданам не нужно будет никуда ходить, приобретать эти билеты. То есть достаточно будет пополнять ежемесячно на сумму 567 рублей. И, соответственно, они будут пользоваться по территории всей республики, смогут пользоваться услугами общественного транспорта на льготных основаниях. Огонь 8-х международных спортивных игр «Дети Азии» зажгут на Ленских столбах 19 марта, за 100 дней до старта соревнований. Также в этот день у подножия скал проведут хоккейный турнир с участием посла игр «Дети Азии», двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова и других звезд отечественного хоккея. Известно, что в турнире примут участие якутские школьники. Церемонию зажжения огня на Ленских столбах планируют 19 марта. Затем 20 числа огонь передадут районам Якутии. Первее всех факел окажется в Хангаласском Улусе в Покровске. А завершится эстафета огня 26 июня во время церемонии открытия игр на стадионе Туймада. Мы планируем приехать легендами отечественного хоккея. Это величайшие хоккеисты всех времен и народов. Так что для Якутии будет дополнительным праздником. Ну и это популяризация зимних видов спорта, хоккея в Якутии. То есть мы как раз, я уже как посол Организации Объединенных Наций по экологическим вопросам, тоже хотел бы и в этом смысле совместить приятное с полезным. То есть поиграть в хоккей, но и
провести мероприятие для того, чтобы да, еще раз поговорить о климатической повестке. Вы смотрите «Утро Якутии», 1 февраля на календаре. Перед блоком новостей мы затронули тему спорта и в целом хорошей физической формы. Многие люди, дабы следить за своей фигурой и здоровьем, предпочитают диеты и отказ от вредного и сладкого. Да, но сегодня можно, кстати, сделать исключение. В первый день февраля во всем мире отмечают День десерта. Что интересно, кстати, во всем мире к десертам относят, по сути, все сладости. Печенье, конфеты, батончики и тем более уж пирожные и торты. А вот на просторах постсоветского пространства так сложилось, что к десертам относят не вкусности, а только те вкусности, которые подаются к столу. То есть прямо как-то из меню, прям вот застолье, прям вот это специально. Это вот десерт. А вот различные пряники, конфеты и прочую мелочь, которая у некоторых, например, просто стоит дома в какой-нибудь мисочке на просторах нашей страны, десертом считать не принято. Это, так можно сказать, своего рода перекус. Да, пробежал, схватил, покушал быстренько и так далее. Что делать сегодня в честь Дня десерта? Пойти в ресторан, заказать авторское пирожное, купить тортик к вечернему семейному чаепитию или просто позволить себе больше сладкого, чем обычно, решайте сами. А пока давайте узнаем, какими событиями еще знаменателен сегодняшний день. На календаре 1 февраля. Сегодня отмечают Международный день десерта. День работника лифтового хозяйства в России. По народному календарю Макарьев день. Макар – весно-указчик. Погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день, а значит в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным. Этот день в истории. Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной. США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли. Впервые за свою историю лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин. Погиб экипаж американского шаттла «Колумбия». В этот день родились Владимир Бехтерев, русский врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии. Евгений Замятин, советский писатель и публицист. Борис Ельцин, первый президент Российской Федерации. Екатерина Максимова, русская балерина, хореограф, педагог, народная артистка СССР. Именины отмечают Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай, Петр, Федор. Сейчас перенесемся в соседнюю Якутию, Иркутскую область. Там на фасаде недавно построенного многоэтажного дома в Черемхово оформили панно с изображением героев фильма «Любовь и голуби». Это часть проекта нового жилого квартала. Его назовут в честь самого известного произведения драматурга, почетного гражданина города Владимира Гуркина. К слову, в Черемхово чтут память о знаменитом земляке. Как именно, расскажут наши коллеги. В конце прошлого года в Черемхово появился музей Владимира Гуркина. Учреждение стало настоящим новогодним подарком для жителей и гостей города. Здесь уже проводят экскурсии для взрослых и детей. Последним предлагают познакомиться с драматургом в игровой форме. Я думаю, что это очень полезно для детей вообще знать о своих знаменитых людях города Черемхово, знать историю города Черемхово. Проект музея победил во всероссийском конкурсе по созданию городской среды в малых городах и исторических поселениях. Здесь подробная информация о фильмах и спектаклях по пьесам Владимира Гуркина, фото из архивов, вещи, напоминающие об эпохе, в которую работал драматург, а также экран с разными функциями. Это больше интерактивное общественное пространство, где люди, приходя и знакомятся с жизнью и творчеством, могут поиграть, могут приложить свои умственные способности к изучению самостоятельно. Поэтому то, что вы сегодня увидели, совместными усилиями и получилось. Напротив музея драматический театр. В 2011 году культурному заведению присвоили имя Владимира Гуркина. Здесь также есть музей, который открывают перед спектаклями. Среди экспонатов хлопушка, которая работала на съемках фильма «Любовь и голуби», а также уникальные архивные фотографии и афиши. Связано с драматургом и одно из самых ожидаемых событий года для черемховцев – новый микрорайон «Любовь и голуби». Несколько девятиэтажных новостроек украсят изображениями с героями
условиями знаменитого фильма. Одно такое панно уже появилось на многоквартирном доме. Это ультрафиолетовая печать на фиброцементной плите размером 12 метров в ширину и 15 метров в высоту. Изображение занимает фасад с 3 по 8 этаж. В планах еще несколько таких рисунков. Чтобы получить разрешение на этот перформанс, власти города лично обратились к директору киноконцерна «Мосфильм» Карену Шахназарову. 5 блок-секций, которые сегодня построены, они будут введены в эксплуатацию в январе этого года. Я думаю, что жители, которые в эти дома заселятся, им будет приятно. Ну и гостям города тоже интересно. У нас очень много. У нас на Лермонтово изображение Владимира Павловича. Там на переулке Фурманова тоже очень красивый фасад. Я думаю, мы тоже там что-то разместим. Вот, либо о Владимире Павловиче, либо что-то, какую-то сцену из этого фильма, там, или из «Плача в пригоршню», потому что его пьесы очень пользуются популярностью в нашем городе. Все дома планируют построить до конца года. Здания возведут по федеральной программе. В них будут жить переселенцы из ветхих и аварийных домов. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков и Сергей Главинский. Новости сейчас. Вот сразу, посмотрев на героев фильма «Любовь и голуби», хочется сокращать имена, повторять их 2 раза, утверждать, что цвет волос, он натуральный, и много чего другое. Но вообще, это действительно замечательно, классная история, да, когда вот, оформляются вот так городские пространства, они становятся привлекательнее, они становятся как-то, приятнее для жителей, для гостей, в том числе столицы. Да, нам в Якутии, в Якутии тоже есть чем гордиться. У нас разрисованы дома в национальном стиле. Это же тоже своего рода такой свой я бы сказал, оформленный, разрисовано, как-то так звучит, как будто кто-то прибежал с фломастером. Своя фишечка. Разрисованный, да, оформлен. Грубо говоря, да? Говорить оформлен. Вот, и вообще сегодня, 1 февраля, Центр компетенции по вопросам как раз-таки городской среды «Лето Якутии» отмечает 5 лет с начала деятельности. Лето стало объединяющим звеном, площадкой для диалога между архитекторами, подрядчиками, строителями, главами и жителями для аккумулирования лучших решений в сфере благоустройства и их тиражирования на территории всей Якутии. И сегодня у нас в гостях руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды «Лето Якутии» Ирина Маркина. Ирина, доброе утро. Доброе утро, Екатерина, Павел. Ага. Но мы как-то в 2 словах уже сказали, для чего центр был, в принципе, создан. Может быть, как-то расширите нашу информацию. Да, смотрите, с появлением федеральной программы формирования комфортной городской среды в стране вообще стала такая острая необходимость создания таких центров компетенций, которые бы так, как вы сказали, координировали работу муниципалитетов, архитекторов, да, и работали с вовлечением с населением, да. Вот, поэтому 1 февраля 2019 году по указу главы республики был создан наш Центр компетенции в структуре целевого фонда будущих поколений. Вот, и мы работаем как раз-таки во исполнении этой государственной задачи по преобразованию городов и сел нашей республики. Ирина, мы знаем, что «Лето Якутии» работает по очень многим направлениям, да, всегда на слуху «Лето Якутия», да, за 5 лет проделано наверняка немало работы. Вот какие итоги сегодня можно подвести? Да, действительно, у нас проделана большая работа. Мы показали, что мы эффективно работаем совместно с Управлением архитектуры и градостроительства, да, при главе республики. Вот, работаем как раз-таки по оснащению, скажем, благоустройству общественных пространств, дворовых территорий. И уже за 5 лет в республике у нас построено уже 379 общественных пространств, мини-парков, дворов. Вот. Также мы помогаем муниципалитетам участвовать в конкурсе. Есть такой конкурс российский «Малые города, исторические поселения». У нас уже 21 победа и привлечено более 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Все-таки сегодня у вас юбилей 5-летия, это уже какой-то рубеж, и, как правило, в такие даты принято, хоть, может быть, и небольшие, но, тем не менее, итоги какие-то подводить. Чем, может быть, за 5 лет, что стало, наверное, самым важным в вашей работе, какие-то достижения? Да, важным достижением стало, конечно же, понимание, наверное, населения, да, глав муниципальных образований о важности вообще работы с городской средой, потому что раньше не уделялось время, то есть не уделялись и даже средства. Наши парки все с советских времен стояли в том виде, да, в котором они сейчас у нас сохранились, и только сейчас уделяется это внимание, как раз-таки средства выделяются, и мы как раз работаем в этом направлении.
А если раскрыть немного секрета, вот в этом году ожидается что-то такое грандиозное? Грандиозно я могу сказать по городу Якутску, так как был разработан мастер-план, также он через наш центр компетенций финансировался через целевой фонд будущих поколений. В городе у нас будут такие вот амбициозные проекты, как площадь Ленина будет реконструирована. Ждем. Уже Да. идет Ждем, всё, по да. идее. Конечно, да, они уже начали в прошлом году. А в этом году также будет еще набережная Романа Дмитриева, это вот где пляж городской. И будет еще благоустройство озера Сайсары. И в скором времени мы получим еще проект, значит, реконструкции парка городского. Ух ты, вот я ждала этого ответа. Это, наверное, все горожане ждут. Да. Ну, вот, кстати говоря, про реконструкцию таких, ну, можно сказать, монументальных мест, да, вот если говорить, допустим, в Якутске про площадь Ленина, городской парк, долгие годы он там имел, скажем так, вид какой был, все к нему привыкли. У нас, в принципе, ну, люди часто так к новому немножко так с опаской относятся. Да, ну я же говорю, у нас понимание уже от населения есть. Если раньше не понимали, да, для чего это делается, не верили этим картинкам, красивым рендерам, так сказать, то сейчас они видят, что и в селах у нас преображаются, да, общественные пространства. Вот. Возможно, еще до города Якутска не дошло, но вот уже с этого года перемены будут видны. Ну, жители уже более-менее принимают все, да? Да, они принимают уже и, главное, участвуют. Каждый год проводится рейтинговое голосование вот как раз-таки по выбору территорий для благоустройства. Население уже принимает активное участие. Они также непосредственно там помогают в проектировании, участвуя в различных страцессиях, воркшопах. Вот, поэтому в этом плане у нас все хорошо уже. Отлично. Ирина, ну для вас, как для архитектора, да, вот что значит комфортная среда, и вот и к чему мы стремимся, к чему идем? Ну вот городская среда должна быть разнообразной. Это не может быть только площадь или парк, это разнообразные сценарии жизни в городе. Это и вот скверы, парки, значит, дворы, в которых что-то происходит. То есть эти пространства должны быть живыми. Ну и такой вопрос, наверное, тоже для пятилетия важный. Ну, как бы помимо того, что в круглые даты принято там подводить итоги, как-то особенно обычно этот год проходит. Вот у вас на юбилейный год, как может быть, будет как-то отмечать, какие-то, может быть, уже есть традиции, которые будут продолжены и расширены в этом году? Да, я бы тут хотела еще отметить, что проект формирования комфортной городской среды показал свою эффективность, востребованность, и поэтому президент страны продлил этот проект до 2030 года, поэтому у нас впереди еще очень много работы, но пятилетие мы будем отмечать с пользой. Мы проведем ряд мероприятий в течение года, вот совместно с Союзом архитекторов Якутии, совместно с Управлением архитектуры. 28 по 29 февраля у нас запланирован, значит, Якутский архитектурно-строительный форум, в котором у нас будет дан старт декады архитектуры и дизайна, пройдет деловая программа с образовательными мероприятиями, выставка поставщиков, там, например, игровое оборудование, детское, спортивное. Поставщики приедут отделочных материалов, и будет выставка лучших проектов в области архитектуры и дизайна. Ну и завершим мы, конечно, этот год в декабре последним мероприятием. Это будет долгожданная премия ЕГЭ-2024. Да, мы там определим уже лучшие реализованные проекты, значит, архитектуры, дизайна и благоустройства. Он, по-моему, уже в который раз проводится, да? Это будет второй раз. Второй раз. Да, мы в 2022 проводили впервые, ну и в этом году будет. Поэтому мы проводим год этот с пользой. Такая вот у нас традиция. Ага. Ирина, ну, во-первых, поздравляем с пятилетием центра. Да, и так получилось, что мы, получается, соименинники. В прошлом году наш телеканал юбилей пятилетний отмечал. Мы вас поздравляем, все друг друга попоздравляют. Желаем вам, во-первых, успехов в работе и действительно, чтобы наша жизнь городская, она преображалась, и сам город становился комфортный для простого жителя. Конечно. И давал ему возможность Отрадно еще, что в центре компетенции работают молодые ребята. Я там была, да, видела. И вот здорово, что в их руках. Это немаловажно вообще, что молодые кадры. Будущее. Ирина, спасибо вам. Спасибо. А мы, переместимся немножко уже
к нашему телеканалу, как сказали, сегодня день рождения у нас, и мы поздравляем наших телезрителей, всех коллег также с этим знаменательным днем. 1 февраля ровно 6 лет назад в эфир вышел круглосуточный, тогда только он был информационный, русскоязычный телеканал. Позже телеканал стал информационно-развлекательным. А сегодня на канале выходят десятки разных по содержанию и формату проектов, которые полюбились нашим зрителям. Над всеми этими проектами работает большой сплоченный коллектив. Это ведущие, редакторы, режиссеры, звукооператоры, операторы, инженеры, техники и еще много-много других должностей, да, в этом списке. Словом, все те, кто душой и сердцем болеет за наше телевидение. И вот, кстати, пользуясь случаем, хочется немножко в день рождения телеканала похулиганить всю нашу вот аппаратную, которая сейчас вместе с нами этот выпуск делает, чтобы вы его увидели. Мы тоже поздравляем, ребят, с 6-летием телеканала. Но сегодня, вот прямо сейчас хотим мы рассказать о тех, кто, так сказать, ветеранах нашего телевидения, о наших опытных коллегах. Любовь Ли пришла на телевидение еще совсем юной. Здесь прошло ее становление как журналиста. Появились передачи, полюбившиеся многим зрителям якутского телевидения. Здравствуйте. В этом году якутскому телевидению исполняется 40 лет. Сегодня, спустя более 4 десятков лет, Любовь Владимировна, хотя давно и не в кадре, но координирует работу самой важной службы – информационной. Сейчас журналисты приходят молодые уже на все готовое, так скажем, да, и поэтому, конечно, им, наверное, работать легче. И в плане того, что меняется и структура немного, потому что появились продюсеры, появились шеф-редакторы, появились редакторы. Короче, люди, которые помогают очень много и очень сильно помогают работать и раскрываться вот, корреспондентам, ведущим. Такая могучая сила. А мы, когда работали, начинали, мы были все в одном лице. Перед каждым эфиром подготовить интервью, настроить гостя, ведущего. Таковы задачи редактора актуального интервью Аниси Ефремовой. Это ответственная задача под силу не каждому. Работа требует широких знаний, опыта и доверия респондента. Вся творческая трудовая жизнь Аниси Васильевны прошла в стенах телевидения. Гостья событий, общаться со многими очень людьми, это очень нравится мне. И когда не работаешь, то этого не хватает, конечно. То, что вот тебе нужно обязательно быть всегда, как говорится, наготове какого-то нового, да, чего-то нового или чего-то там свежего вообще, того, что не ожидаешь даже в жизни, наверное. Сердце телеканала – аппаратно-студийный блок. И здесь помимо ведущего работают режиссер, звукорежиссер, оператор, техники и редактор программы. 4, 3, 2, 1, пуск. Разнообразить картинку, делать ее живее – задача режиссера эфира и оператора в студии. Зритель на экране видит только ведущего, сообщающего новости. На деле же эфир – это слаженная работа как минимум пары десятков человек. От режиссеров, операторов до продюсеров, монтажеров и редакторов. Красивая картинка на экране – результат работы режиссера-монтажера. И здесь тоже важны опыт и наметанный глаз. Элли Иванов, Людмила Кострицкая, Степан Парников даже из кадров оператора-стажера соберут видеоряд, от которого зритель глаз не оторвет. Наши старшие коллеги – это надежный тыл, на который можно опереться. Это люди, которые могут подсказать, если сегодня возникнут какие-то спорные вопросы, непонятные ситуации. На телевидении остаются только те, кто искренне любит свою работу. А еще те, кто умеет работать в команде. Это почти вторая семья, где важны не только профессиональные успехи. Я, наверное, хочу отметить нашего очень опытного коллегу, это Леонид Мордосов, который работает звукорежиссером, потому что мы с ним поймали общую волну на тему музыки. Он большой поклонник джаза, что для меня стало действительно большим открытием. У нас есть прекрасная режиссер студийный Татьяна Платоновна Павлова, с которой мы всегда обсуждаем фактуру тканей. Это, кстати, очень полезно для того, чтобы знать, как ты выглядишь в эфире. Мы всегда с ней обсуждаем цвета, прически, мой образ, она что-то типа лайков ставит, выстроила свою систему оценивания, и вот примерно в таком ключе это все продолжается. Опытные журналисты, режиссеры, редакторы – главная опора и тыл телеканала. Благодаря и им, в том числе, телеканал развивается и строит планы. Ну, это любовь к профессии, наверное. И человек уже привыкает и понимает, что, ну, вот нравится это. И
трудно с этим расстаться. Вот уже пора бы расстаться, но никак не могу. Туяра Филиппова, Аэлита Махно, Виктор Дичковский, Якутск. Ну, как мы сказали, наш телеканал – это огромное количество рубрик и телепрограмм. В минувшем году мы отмечали год труда циклами «Столярный баттл» и «Укротители металла», где показали соревнования столяров и сварщиков. Так вот, год спустя один из участников «Столярного баттла», его победитель Мирослав Попов, выступил с инициативой сделать своими руками подарок. Ну а автор циклов передач про рабочие профессии, журналист Дмитрий Аргунов, взялся найти того или ту, кто по достоинству оценит это, и кому подарок от телеканала будет, ну, что называется, вот, кстати, в точку и к месту. Итак, в свой день рождения наш телеканал дарит подарки. Подробности у Дмитрия Аргунова. Доброе утро, дорогие телезрители канала «Якутия-24». В день своего рождения телеканал «Якутия-24» 1 февраля ходит гость. А мы сегодня в гостях у Мирослава Попова, который является победителем нашего мероприятия «Столярный баттл», который проходил на нашем телеканале год назад. В прошлом году Мирослав сам предложил одну инициативу, которую воплотил буквально вот новогодние каникулы. Что это была за инициатива? Ну, инициатива заключалась в том, что как бы помочь многодетным, нуждающимся в плане мебели. Инициатива наказуемая, и новогодние каникулы прошли за созданием изделия. Какого, пока еще секрет. Но скажу, что еще к нам присоединился Альберт Охлопков из стекольного цеха номер 1. И вот наступает день X, и уже готовое изделие нужно вести к получателю. Кого же мы выбрали получателем? Это известная исполнительница, преподаватель вокала и она же многодетная мама Алена Яковлева. Алена живет в небольшом доме в Тулагино вместе с мамой, тоже оперной певицей Зинаидой Яковлевной Федоровой, и 3 дочерьми. Так что подарок от телеканала «Якутия-24» будет тут к месту. А вот и подарок. Белоснежный туалетный столик или веники с трильяж. Трильяж. Ой, какая. Ой, как классный, да? Классный, да? Классный. Вау! Белый. Ой, прикольный. Ой, как здорово. Видно нормально, да? Вообще супер. Очень здорово. Дизайн мой. Ну я так и подозревала. Да, ну я же все-таки больше Я классический. же слежу тоже за твоими работами. 75-й год, 80-й, 85-й год, это были мои звездные годы. Пела очень большие спектакли, очень большие полотна. «Риголетто», «Сибирский цирюльник», «Иоланта». Мы думаем, что выбор адресата стопроцентный, и изделие работы победителя Классненько. Столярного баттла телеканала «Якутия-24» Мирослава Попова прослужит семье Алены Яковлевой долгие годы. В первую очередь я бы хотела, конечно, пожелать развития, успеха, побольше благодарных зрителей, чтобы ваш коллектив всегда был таким же дружным, таким же щедрым. И всем здоровья, самое главное. Если будет здоровье, то будет все. С днем рождения, наш любимый телеканал. А еще одним благим делом, которым занимается наш телеканал, а конкретнее наша программа, помогает найти семьи детям, которые ее лишились. Делаем мы это совместно с Международным детским фондом «Дети Саха-Азия». Каждый четверг в эфире нашей программы выходит рубрика «Пусть мама придет». И сегодняшний день не исключение. Познакомьтесь, 2 сестры. Насте 15 лет, младшей Любе 10. Люба очень добрый ребенок, обожает играть, обожает, очень отзывчива на ласку. И любыми играми, знает все свои, может сказать, все свои пожелания, свои естественные потребности, она может вполне все сформулировать и рассказать. У Насти у нас в этом году были очень большие успехи по творческому направлению. Она у нас играет на хомусе, выезжала в несколько ближайшие регионы в Новосибирске, в дальневосточных, и занимала призовые места у нас
в районе и в республике тоже в целом. А еще Настя умеет шить и уже строит планы на будущее. Я хочу поступить в Якутское художественное училище, там заниматься, потом уже работать. Хочу стать дизайнером одежды, сеть интернет-магазинов себе хочу. И рисовать на одежде и продавать. 10-летняя Люба тоже хочет научиться шить. Пока ей сложно все дается, но воспитатели помогают девочке во всем. Получается у тебя, видишь, вот такой маленький. Люба обучается по адаптированной программе и проявляет старания в учебе. Она любит внимание, общение и очень радуется, когда у нее что-то получается. Люба, расскажи мне, пожалуйста, во что ты любишь играть? Один. Настя и Люба все время проводят вместе. Настя с удовольствием читает младшей сестре книги. Вместе они играют в сюжетно-ролевые игры. Девочки привязаны друг к другу, они нуждаются в заботе и любви и надеются обрести семью. Ну а далее мы хотим познакомить вас с особенностью одной из профессий, которая очень сильно связана с понятием «помощь людям». Если быть точнее, то людям, кто по тем или иным причинам лишился рук или ног. Сегодня мы расскажем о работе протезистов, чьими руками создаются, собственно, протезы, помогающие людям, лишившихся этих конечностей, вести обычный образ жизни без существенных ограничений. Меня зовут Зотов Сергей Валентинович. Я работаю в Центре протезирования и ортезирования «Ортомед Плюс». Являюсь технико-протезистом. Мы изготавливаем протезы нижних и верхних конечностей. Да, абсолютно все, от простых до бионических. В этой профессии я работаю с 2010 года. Для изготовления протеза сперва снимается гипсовый слепок, потом этот гипсовый слепок уже обрабатывается. Потом мы делаем примерочную, пробную гильзу, даем пациенту походить на ней с недельку. Потом уже изготавливается основная гильза. Протезы изготавливаются максимально комфортно для пациентов, учитывая его все потребности, чтобы человек мог вернуться к полноценной жизни. Техник-протезист должен знать построение скелета человека, должен обладать навыками инженерными, механики, что это нужно для сборки протеза. Вообще протезы изготавливаются максимально индивидуально, все подбирается индивидуально под человека, учитывая его возраст, состояние здоровья. Техник-протезист это уже потом назначает протез. Я пришел в эту профессию случайно, но потом мне понравилось, я остался и в дальнейшем уже обучился в Санкт-Петербурге и продолжаю работать. Далее блок новостей. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Работники подразделений транспортной безопасности смогут пресекать работу беспилотных аппаратов для защиты от незаконного вмешательства в объекты транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности. Это разрешат делать с помощью подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов. Эта норма закона вступит в силу с 1 сентября.
Молодые специалисты «Алроса» подвели итоги прошлого года, также обсудили планы на этот год в формате командной сессии. Специалисты рассказали о проекте «На одной волне». Опытом решения производственных задач они поделились с коллегами. Молодые специалисты генерировали идеи для решения актуальных проблем, таких как привлечение рабочих кадров в «Алроса». Также обсуждали форматы взаимодействия с бизнесом для решения практических задач. Это возможность роста, возможность проявить себя, показать свои навыки в первую очередь, потому что не зря же мы столько реализовываем у нас, поэтому мы приехали теперь сюда, чтобы поделиться нашим, так сказать, опытом со всеми остальными ребятами и показать, как можно решить те или иные проблемы. В Якутске в круглосуточном режиме продолжается уборка снега. Ежедневно на уборку улиц выходит около 50 человек и порядка 100 единиц техники. С помощью спецтехники от снега убирают улично-дорожные сети, проезжие части и тротуары. Также устраняется гололед и подсыпается песок. Помимо этого привлечены порядка 120 дворников. Они занимаются уборкой прилегающих территорий, тротуаров и общественных мест. На сегодняшний день в Якутске вывезено порядка 402 тысяч кубометров снега. Если раньше у нас дворники получали примерно 13-15 тысяч, сейчас они получают заработную плату не ниже уровня МРОТ. Дворники у нас также обеспечены полным соцпакетом, то есть они могут уйти на больничный, у них есть отпуска, также есть ежеквартальные премии. И с конца прошлого года мы ввели практику, что у них появился бесплатный проезд на наши маршрутные автобусы. Поэтому всецело стараемся поддержать наших дворников. Именно от их работы зависит чистота нашего города. В Якутске прошло открытие 2 спортивных залов. Ученики средних общеобразовательных школ номер 10 и номер 20 проходили школьные занятия по физкультуре во внутришкольных спортзалах, которые не отвечали всех их требованиям. Потому для учебных заведений в рамках реализации проекта 250 модульных спортивных школьных залов были построены отдельные спортивные залы, укомплектованные всем необходимым оборудованием. Они будут использоваться как для школьных занятий, так и для дополнительной спортивной деятельности по различным видам спорта. Напомним, президент страны Владимир Путин поставил задачу к 2024 году вовлечь в регулярные занятия спортом не менее 55% населения страны. Всего в 2023 году было построено 3 спортивных зала. Недавно у нас было открытие в городе Алдане, это спортзал гимназии, да? И сегодня радостное событие для наших 2 школ города Якутска. Это 10-я школа и номер 20 школа. Проект у нас реализуется при поддержке полпреда Трутнева. Развивается такой вид спорта, как кёкисинкай. Да, и обязательства муниципальных органов как раз-таки, чтобы у нас появились тренеры и секции по подготовке по этому виду спорта. В начале февраля в 27-й раз состоится турнир по борьбе «Хангалас-Хапсагая». По информации организаторов, соревнования соберут сильнейших мастеров национальной борьбы. В этом году турнир пройдет на спортивной арене Центра спортивной подготовки «Триумф», где ожидается более 300 спортсменов, в том числе участников из Республик Алтая, Бурятии, Тывы, Татарстана, Чувашии, Хакасии, а также Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Помимо основного турнира по весовым категориям среди мужчин и ветеранов будут проведены 2 абсолютных первенства среди мужчин до 75 и свыше 75 килограммов. К этому часу это вся информация. Хорошего дня. Утро Якутии. На календаре 1 февраля. Встречаем сегодняшний день недели. Четверг. В Ленске впервые прошел фестиваль «Рост». Это совместный проект комитетов по молодежной и семейной политике и комитета по физической культуре и спорту. В этот день молодежь могла попробовать себя в различных направлениях, но все они касались только тематики спорта. Событие прошло масштабно. Приехали даже команды из наслегов. На нем побывали также наши коллеги. Первый фестиваль «Рост» собрал более 50 участников. Это молодежь от 14 до 35 лет. Среди них не только ленские ребята, приехали и школьники из близлежащих поселений. Идея мероприятия заключается в том, чтобы дети попробовали себя не только в спорте, но и в науке, связанной с ним. Они могли изучить историю спорта Ленского района, также рассказать о своем любимом виде спорта, а также попробовать сегодня могут настольные игры. Это хабылки, хамска.
Участники представили очень много интересных проектов. Ребята из Чимчи календарь с их именитыми спортсменами. Ленчане проект по здоровому питанию. Десятки работ касались истории спорта. А Джулия Данилова из села Бичинча привезла на фестиваль дизайнерскую футболку. Я участвую в конкурсе «Лучший мерч», спортивный мерч. Я сделала футболку, посвященную международным спортивным играм «Дети Азии». Будет эмблема, и вот здесь еще футболка, и здесь сзади надпись «Дети Азии 2024». Светлана Голомарева, ученица коррекционной школы. Девочка во время мероприятия проводила мастер-класс по якутским настольным играм «Хабылык» и «Косточка». Подбрасываешь и ловишь по одной палочке. И до конца, пока эта кучка, вот эта большая кучка не закончится. А по косточкам играть, это тоже подбрасываешь по одной, по два, по три, по шесть и ложь. Ну, например, ты по одной берешь, потом по два. То же самое. Ну, а теперь опять упал. Ребята участвовали в мастер-классах, играли в настольные игры, слушали лекции, из которых узнали много нового о районных спортсменах. Попробовали свои силы в конкурсе по сенсорной моторике. День пролетел незаметно, все остались довольны. Из числа участвующих комитет по молодежной и семейной политике будет отбирать лучших, а их идеи продвигать на всероссийских грантовых конкурсах. Надо найти светлые умы, молодежь, и вот их продвигать. Им ребята, они большинство неопытные, особенно на грантовые, не субсидии. А мы им поможем во всем этом при оформлении, при подаче заявок. Вот это все софинансирование тоже, может быть, найдем такое. Светлые умы нашлись, и их идеи будут воплощены в жизнь. Кстати, надо добавить, что фестиваль стал первым отборочным этапом участников на игры «Дети Манчары». Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Правительство Якутии и Сбербанк заключили соглашение о взаимодействии в области информационных технологий во время Петербургского международного экономического форума в прошлом году. Тогда подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Результатом совместной работы стало открытие в Якутске школы 21. Она проводит обучение по программам МГИМО и МИСИС. Каркас образовательного процесса – недельные интенсивы, состоящие из индивидуальных проектов, экзамена теста и групповых проектов. В Якутске новый кампус, первый в Дальневосточном федеральном округе. Он станет точкой притяжения для всех желающих получить образование в IT-сфере. Кампус школы даст возможность поступить на основное обучение более 200 участникам в год. И сегодня у нас в гостях участница школы 21 Наргиз Иванова. Наргиз, доброе утро. Доброе утро. Ну, скорее даже не участница, а получается обучающаяся, да? Правильнее будет. Вообще, по каким критериям, я вот знаю, потому что в свое время тоже пробовался в 21 в школу 21, когда она еще только в Казани была, по каким критериям сейчас проводится отбор, собственно, на обучение? Мы проходим несколько тестов. По нескольким тестам уже решают, как отобрать участников. Критерии нам не раскрывают как участникам. Да, мы потом по факту уже сначала стартует интенсив, потом уже по итогам 26 дней мы проходим на основное обучение. То есть, как бы, ну, просто все, наверное, знают, да, сейчас очень много же онлайн всяких курсов тоже по IT-сфере. Тут же как бы подход такой, что ты не просто подал заявку, тебя взяли на обучение, ты должен пройти какой-то отбор и получить право на это обучение. Получается так? Все верно, да, там тест достаточно легкий, его может, в принципе, каждый пройти. Наша возрастная категория, даже если ребята старше 40, 50 лет, ну, это абсолютно не важно. Главное, чтобы человеку было 18 лет. Ну вот как вы прошли отбор и что было самое сложное для вас? Я проходила отбор тоже 2 раза где-то. Ну, я первый раз проходила тест в Казани, когда открывался кампус, но у меня там достаточно неудачно получилось с тестом, поэтому в этом году, точнее в 23-м году, объявили то, что будет открываться еще раз школа уже в республике. Я прошла тест, он там буквально из 2 частей состоит, один 10 минут, другой 30 минут. Все на логику, все на знание логики. Сложного нет, попробовать может каждый. Каждый. Ну вот вы на основное обучение попали, как сейчас организовано, как долго длится? Мы сами планируем свой день, мы должны успевать дедлайны в определенные сроки, которые нам ставят задания, да, по определенной ветке языка. И по итогам мы уже продолжаем обучение дальше. А вообще программа какая? Каждый день вот разные, по разным направлениям. Как это все? Можно совмещать с работой. На самом деле обучение, то есть
у нас 20 часов в неделю примерно сейчас на основном обучении. На интенсиве нужно уделить гораздо больше времени, поскольку это интенсив. Там каждый день дедлайн, и нужно успевать. Ну, прежде всего, у нас есть уникальная программа, по которой мы обучаемся. У нас нет лекций, у нас нет каких-то преподавателей, да, которые нам показывали, что и как делать. Мы равный равному, получается, друг друга обучаем. Коллективное обучение. Да, да. А вообще, вот, то есть идет обучение, да, 20 часов в неделю, потом идут интенсивы. Это как бы все в рамках обучения, или кто-то может прийти только там, грубо говоря, обучение пройти без интенсива, кто-то уже имеет какие-то знания, хочет попасть в реальную среду, ну там с трудоустройством не получается, прийти только на интенсивы, или все это вот в одну такую коробку запаковано? Ну, у нас даже на интенсиве обучали то, как можно сделать резюме, как подать себя, да, там ребята делают ивенты определенные на определенные темы, и мы друг друга можем этому обучить. Когда уже есть основное обучение, то там есть определенный момент подготовки ребят к тому, чтобы подготовить резюме, и главным является там сотрудничество с компаниями, чтобы ребят трудоустраивать. То есть в любом случае начинать нужно с интенсива, а там вы уже на интенсиве вы понимаете, нужно вам это или нет, или этого опыта вам хватит для того, чтобы пойти дальше по своему карьерному треку, который вы выбрали. А вот после окончания возможно сразу трудоустроиться, да? Как это? Сколько длится обучение? Интенсив тот же? У нас интенсив 26 дней длится, вы должны пройти до конца, от начала до конца. Там, в принципе, интересно. Не только обучение, но также есть развлечения. У нас очень современный кампус, и там есть настольный теннис, который мы так любим. Есть PlayStation, это из развлечений. И мы сами еще придумываем настольные игры, поэтому веселья там хватает, не только работы. Вот как бы на самом деле, так ты посмеялась, но это, мне кажется, это самый минимальный набор в любом open space айтишных компаний, потому что помимо PlayStation, теннисных столов, там еще много чего бывает для вот отвлечения своего внимания, для смены обстановки небольшой, когда ты в какой-то затык попадаешь, скажем так. А вообще, вот дальнейший у вас план, мы немножко за эфиром, да, поговорили, что сейчас такое, грубо говоря, по какому-то такому общему направлению обучения идет, потом у вас уже будет какое-то разделение, кто чем конкретно хочет заниматься, потому что IT-сфера — это очень такой широкий пласт из разных специальностей. Уже для себя какое-то решение есть, в какую стезю IT вот этого поля Нравится мне вот пойти? Пашина жестикуляция, вот это вот. А я же немножко итальянец. А я поняла сразу. Ну, сейчас на самом деле очень все быстро меняется, и у нас обучение основное длится от 1,5 до 3 лет, и за этот период может много что измениться. Мы сейчас пока идем по ветке C, по языку C, да, но в дальнейшем нам нужно будет выбрать тоже также трек, по которому мы будем идти. На данный момент я склоняюсь к DevOps, но в дальнейшем тренды все равно зададут свой темп, поскольку рынок большой. Ну, в принципе, за год все может поменяться, потому что все очень сильно развивается. Но говоря про языки программирования, в принципе, языки-то остаются, меняются инструментарии с ними, фреймворки и прочие вещи. Какие слова я знаю? Да, я немножко далека вот от IT-сферы, да, честно, от сферы вот программирования, вот это все для меня очень сложно. Но, Наргиз, разговор тем не менее был очень интересный. Вам успехов, конечно же. Спасибо, спасибо. Вот, ну, кстати, хорошую такую тему было затронуто, да, что вещи для отвлечения внимания, ну, не внимания, а такой небольшого отдыха во время работы в IT-пространстве всегда находятся. Одно из развлечений, кстати, ну, это больше уж домашнее, это, конечно, кино. И много сериалов и фильмов, в том числе про айтишников выходит. Вот, Катя, ты какой-нибудь можешь вспомнить что-нибудь про айтишников из кино или из сериального? Ну, самые такие известные люди — это Стив Джобс, Билл Гейтс, да, по-моему, вот я не ошибаюсь. Много документальных фильмов про них, про этих Ну, про Стива Джобса был, да, биографический фильм. И биографических фильмов. Ага. Все, больше никого не знаю. Не, я знаю все-таки побольше. Был такой сериал еще, наверное, конца нулевых, начала десятых, IT Crowd он назывался по-английскому, просто компьютерщики в русском, да, переводе. «Кремниевая долина» очень замечательный сериал, «Мистер Робот» неплохой. А говорить про фильмы,
код доступа Кейптаун. Он вроде бы просто боевик, но там главный герой был тоже таким хакером-программистом. Поэтому, в принципе, фильмов много, но все-таки, на мой взгляд, больше сериалов про айтишников выходит. Все-таки как-то вот в таком поле они зафиксировались. Ну, а тем временем еженедельно в кинотеатрах выходят новые киноновинки. Про все, что можно, они рассказывают. И сейчас в нашей афише узнаем, какие картины можно посмотреть уже с сегодняшнего дня в кино. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Сестра Юлия беременна двойней. Американский фильм ужасов «Избави нас, одержимые». Когда монахиня в отдаленном монастыре заявляет о непорочном зачатии, кардинал посылает молодого, но опытного священника отца Фокса для расследования. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых добро, другой зло. После рождения младенцев мрак сгущается, и отец Фокс единственный, кто должен противостоять злу, пока одержимость дьяволом не захватила весь мир. Лизок, с днем рождения и... Комедия «Я медведь» расскажет о семье, которая приютила медвежонка. Главную роль исполнил звезда сериала «Слово пацана» и сказки по щучьему велению Никита Кологривый. Мы с твоей травмой разобраться не можем, а здесь еще медведь. По сюжету капитан хоккейного клуба «Тайга» Александр Ковалев во время игры получает серьезную травму. Саша на время уходит из большого спорта, чтобы восстановиться. Его супруга вынуждена в одиночку справляться с семейными проблемами. Тут еще дочь Лиза переживает трудности переходного возраста, а младший сын Женя не может найти друзей. В этот непростой для семьи период Женя встречает медвежонка, который отбился от матери медведицы. И их мир вовсе начинает трещать по швам. Это твоя идея была! Ну давай, косолапый, не подведи. Минсон, это я, Чехван. Также в прокате остросюжетный фильм «В теле убийцы». Шокирующий парафраз культового фильма Джона Ву «Без лица». Уже больше месяца ведутся поиски детектива полиции и главного подозреваемого по делу о серии убийств. По сюжету банда садистов похищает случайных жертв и выкладывает в интернете кадры расправ. Детективу Чхведжи Хвану удается выйти на главаря, но в разгар облавы преступник и полицейский бесследно исчезают. Спустя месяц тяжелораненый убийца помещен в больничную палату, а детектива чествуют как героя. Его помощника терзают сомнения. Вышедший из комы преступник сообщил ему, что он вовсе не серийный маньяк, а настоящий Чхведжи Хван. Сейчас мое лицо. Используй его с умом. Обмен телами возможен с точки зрения медицины? Я не украл твое тело. Я его одолжил. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Что ж, наша программа подходит к концу, наш эфир подходит к концу. Мы обязательно с вами встретимся завтра в это же время на телеканале Якутия-24. Еще раз поздравляем наш дорогой телезритель с днем рождения телеканала Якутия-24. Спасибо, что все эти годы вместе с нами. Да, и не один год еще впереди. Хорошего вам дня. До завтра.